С каждым годом увеличивается число клиентов агентства по борьбе с коррупцией, но дорожные полицейские брать взятки не перестали. Устроить ребенка в нужную школу по-прежнему стоит определенную сумму, а оплата за зачеты в вузах даже возросла. Как сообщили сегодня, только за неделю антикоррупционщики зарегистрировали 70 дел по фактам коррупции. В результате страдает население. Например, на 150 миллионов тенге завысили чиновники тариф в Павлодарской области. Антикоррупционной службы Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении экс-руководителя областного департамента по регулированию естественных монополий и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями. Установлено, что указанный департаментом в качестве чрезвычайно регулирующей меры незаконно утверждался тариф на услуги субъекта естественных монополий, тогда как фактически основания для его повышения отсутствовали. В результате необоснованного повышения тарифа коммерческим предприятиям города Екибастуз и других регионов причинен материальный ущерб на общую сумму около 150 миллионов тенге. По словам политолога Данияра Шимбаева, несмотря на количество арестов, определенная категория людей, имеющих отношение к коррупции, остается неприкасаемой. Причем там взятки очень большие. Например, бывший председатель компании Астана Экспо Талгат Ермегияев был обвинен в получении взятки в размере $2 миллионов, а в бытовой коррупции масштабы поменьше. Например, в получении крупной взятки в $30 тысяч подозревают прокурора в Талдыкургане. Они подозреваются в получении взятки в размере $30 тысяч США от директора ТО за прекращение зарегистрированного в отношении него уголовного дела по факту экономической контрабанды. Возможность решить какой-нибудь вопрос путем подкупа заменяет все гражданские права, предусмотренные Конституцией, говорят политологи. Но, как подсчитали эксперты, если бы не коррупция, то за год мы могли бы закрыть потребность по всем соцобъектам. Ежегодные потери в экономике из-за коррупции оцениваются в $4 миллиарда, на которые можно было построить 150 школ. Но несмотря на это, в Казахстане с коррупцией борются с помощью плакатов, спектаклей и даже фильмов. Да, еще и водят чиновников по тюрьмам на экскурсию, чтобы запугать. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.